Здравствуйте! Сегодня мы едем в Печора-Илыцкий заповедник. Я не помню, что мне сказать, я забыл. Здравствуйте! Сегодня мы едем в Печора-Илыцкий заповедник. Едем со знакомительной экскурсией. Расстояние от Емвы до заповедника занимает 490 километров. Поехали! Поехали. Разделяем для чего? Самая крепкая в мире связь. Мать и ребенок. Глаза красные, рога очищены, готов к размножению, а тут человек. И работают в основном женщины, потому что маленькие резкие такие движения, чтобы выдавить, приходится... Это неправда, у нас лосята пьют лосиное молоко. Итак, дорога от Емвы до заповедника проходит через город Ухта и поселок городского типа Троицко-Печорск. Остановились в Чайгорике, хорошая столовая, перекусить, так что хоть ехать. Зависимо там в Ухту, Сухты, заезжайте, кушайте. Подъезжаем к Ухте. Подъезжаем к Ухте. Чтобы укоротить путь и не ехать по объездной, можно проехать Ухту прямо по городу. Не знаю, почему рак. Первая остановка в Троицко-Печорск. Ора сказал, что он хочет сильно чаю и дальше никуда не поедет, пока не попьет его. Правда, я так не говорил. Это просто он за руля уже вылез. Давай-ка садись за руль. Вот природа здесь отличается очень сильно. Везде снег, деревья все в снегу, у нас такого не было. Короче, едем уже в сторону Троицко-Печорска от Ухты. Дорога, сейчас вам Роман покажет, какая пошла. Идеально. Идеально. Поверни-ка сюда. В республике всего несколько дорог. Несколько республик. Но дороги у нас на высшем уровне. По дороге от Ухты до Троицко-Печорска имеется несколько разбитых участков дороги. А участок дороги Троицко-Печорск-Якша вообще трудно назвать дорогой, так как летом в сырую погоду проехать здесь можно только на внедорожнике. Вечером, когда уже было темно, мы наконец-то доехали до поселка Якша. В общем, мы заселились, и у нас тут за 500 рублей all-inclusive. Огромное спасибо Костину Сергею Борисовичу за предоставленное жилье для ночлега и протопленную баню, так как в декабре была вторая волна пандемии, и аренда домиков в заповеднике и на лосеферме была приостановлена. В общем, банька супер вообще. Не, пар нормально, слушай, еще. Печка не горячая, как раз самое то, жара нет. На следующий день с утра, хорошо отдохнувшие, мы выехали на лосеферму. Ну вот, мы приехали в поселок Якша, где расположена известная на весь мир первая в мире лосеферма.
22 апреля 1949 года было принято постановление Совета министров РСФСР организовать при Печоро-Илычском заповеднике опытную лосиную ферму. Предпосылок для одомашнивания этого животного много. Это и высокая плодовитость и скороспелость, и способность передвигаться по глубокому снегу, болотам и захламленным лесам, и круглогодичная обеспеченность кормами в лесу. В создании фермы огромная заслуга принадлежит в первую очередь Евгению Павловичу Кнорре, начинавшего опыты по приручению лосей еще в Бузулукском заповеднике и продолжившего их в Печоро-Илычском заповеднике, а также Владимиру Порфирьевичу Теплову, приложившему много энергии в комплектовании исходного подопытного стада ручных лосей. Лосиферма состоит из нескольких загонов. В данном загоне находится молодняк. Сейчас мы вам покажем. Вон они, мелкие зайчики, лежат. Все, заходи, да? Только не мешайте друг другу. Ну, в смысле, съемку. С той стороны. Можете друг друга сфотографировать, пока не кушают. Вот тут вот встать и оттуда сфотографировать. Не ногами просто. Передними? Передними. Если сзади подойдешь без голоса, и задними огребешь. На данный момент на лосиферме находится 12 голов лосей. Лошади же... Они всеми ногами бьют, причем не вперед, назад и в бок. Можешь подойти сбоку, да? Нет, сзади-то нет. Надо разговаривать. Когда разговариваешь, вот крайнего за ушко подошел, почесал, прям погладил. Не боись. Главное не бояться. Когда боишься, хуже. Это главное, чтобы он не боялся. А он сейчас жрет, ему пофиг. И кусаются. Вот сейчас съест, потом он сам будет прячь. Да, ты прячешь будешь, краса. Вот. Забыли? Во время кормежки, Бир, как сказали, А? на камеру, во время кормежки можно короче, во время кормежки можно дает себя за ухом погладить. Ну, только во время кормежки. А после уже будут выпрашивать, да? Возрастной диапазон разный, или в разных загонах разный возрастной диапазон, или сейчас где-то другие? Ребята, идите Здесь, сюда. сейчас расскажу, если хочешь. Да. В общем, здесь, возле самой фермы, находится система загонов. Прям чуть-чуть. В этом загоне содержится молодняк, который родился вот в этом загоне. Здесь весной приводим дойных лосих, которые будут доиться. Подозреваются в стельности, проверяем их на стельность. Так, И Настя, передерживаем. сами угощайте. Они начинают телиться. Мы по одному, по два, сколько они родили. Обычно больше двух не бывает. Редко бывает три. Сюда Один раз переводим. за все существование. Да, в 1974 году лосиха Алыча родила троих сразу. Но это был один раз. Хороший был год, хорошие условия. Она выносила троих маленьких. Не очень больших, Ну, по-моему. нормальные. Нормально, да? Были, они... Так, дальше технология. Здесь находится лосятник. Когда мы их принесли сюда, отобрали, естественно, все обеспечение жизнедеятельности переходит на человека. То есть мы даем им здесь молоко, приучаем с рук кормить бутылочками. Мы даем им здесь постепенно, начиная маленькую зелень, там, начиная от появившегося весной таволга, вязолистная, или как он там называется еще. Короче, растение такое маленькое, вкусное. Кипрей потом начинаем. И возим ветки. Там есть сарайчик, он сейчас на просвет не виден, но, в принципе, сарайчик, в котором это все происходит. А как зовут, допустим, конкретно этого? Это бурый. Ого! Пятнышко Вы, сзади ребята, накрутое, молча сзади черное. не ходите. Вот повторил же уже несколько раз. Получите только С смартфоном, товарищ. Вот там, где ты стоишь, это почти предельная дистанция, где она бьет. Я не думал, что они как лошади, только в интернете сколько смотрел. Ну и охотники рассказывают. Передними бьют обычно, да? И задними. бьют во Они все всеми стороны. бьют. И это именно лосята больше преимущественно так. Взрослые более... И взрослые точно так же себя ведут. Еще похлеще, у них расстояние удара дальше. Ой, ты хороший. Бьют, когда выпрашивают угощение, могут по ведру. То есть, когда они сейчас съедают, гасись,
Ну, Специально. я говорю, не каждый год такое бывает. Когда играют, могут Ах, стукнуть. Ну и понятно, когда хотят тебя поколотить. Когда уже конкретно, типа, агрессия Да. какая-то. Ну, агрессия это у нас редкость большая. Если человек пьян, неадекватен, ведет себя как-то не так. Они не любят ни пьяных, ни наркотов, никаких товарищей. Зрение это так. У них слух же первый, да, и обоняние. Слух и обоняние. Я бы даже сказал обоняние, слух и зрение. Вот так. Шкура, такая толстая шкурочка, у лошади грива, даже когда толще. Зато у них грива стоячая. Не падает. Все еще бурого мацается, замечательно. Бурый, ты молодец. Осень, зима. Начинается где-то с августа. На один раз переходим. А это с чем связано? Замедляется как пищеварение или как? Нет, просто им такие корма, вот, которые мы сейчас даем, они им, в принципе, как бы должны быть в небольшом количестве. Они не могут питаться только этим. Основной корм им, вот сзади, Ну и как посмотрите, кусты, это кусты. веточные корма, и им должно быть что-то там порядка 16 килограмм на каждое лицо. Морду. Ага. А если передашь больше комбикорма и этой вкусности, они будут животиками болеть. У них тип пищеварительной системы жвачных, как у животных, этих копытных, всех коров. Поэтому им вот этот корм должен быть попадать в ограниченном количестве. Иначе животное не справится, желудок. А вот веток должно быть в изобилии. Ну, в лесу-то они только ветки грызут в основном. Да, так, да, кустарником это грызут. подкормка чисто для того, чтобы вы могли вот подойти, чтобы мы на них какое-то влияние имели, чтобы показать их. Для поддержания штанов. Для поддержания приятных отношений. У меня, в общем, кадр уже шикарный один есть. Они зависят же от нас в этом плане. Дальше здесь остаются лосихи, которые родили. Родили они, понимаешь? Они молоко должны отдавать. Значит, доярка приходит, забирает лосиху. Иногда нам приходится ей помогать, чтобы подогнать ее. Потому что лосиха, первая, охраняет место отела. Она никогда не защищает. Ну, бывают перегибы и разные варианты, что лосенка бывает даже трудно отобрать. То есть она начинает его защищать. Но в принципе в природе основная масса животных, лосей имею в виду, не защищает своих детей. Потому что это расходный материал, потому что она особь, которая может еще родить. Лосиха, когда действуют медведи во время весны, они ищут по запаху рожающих. Там еще жрать нету нигде, они ходят почти по снегу, по запаху. Лосиха рожает или подходит на роды. Он ее пугает, она абортирует, он съедает то, что она абортировала. Сам животное большое убегает. Очень выгодно в природе. Сохранилось поголовье, на следующий год снова родит. Если повезет, никто ее не съест. Это при перевозке сломали хрящ носовой. Боишься. Третий загон со взрослыми лосями представляет собой огороженный участок леса. Поэтому в этом загоне подойти и посмотреть лосей не удастся, так как они уходят вглубь загона. Свои, не базар. Говорю, было давно, и неправда. Это было тогда, когда у нас... Сзади меня лови. Во время гона дикие лоси-самцы заходят в загон к лосихам. Они просто-напросто перепрыгивают ограждение высотой 2,5 метра или просто сваливают несколько пролетов ограждения. Хочешь, что и делать. И поэтому вот у нас там вот загон в лесу большой. А у нас тут, видишь, мы разделяем сами. Разделяем для чего? Самая крепкая в мире связь. Мать и ребенок. Мы получаем влияние и на того, и на другого. Человек становится для лосенка воспитателем, молоко кормит, дает зелень, берет на себя всю ответственность. Вода, зной, там вот это вот все, москиты, комары. А лосиха получает себе ребенка, доит ее доярка, и она на нее закрепляет свой материнский инстинкт. В результате мы управляем и той, и другой половинкой этой вот пары. И все остальные животные, которые постепенно, когда переходят из этого возраста в другой, они все равно человек воспринимает как социального партнера. И вот в этом загоне, ну ладно, зимой по следам, да, можно найти, если они не ходят. Но летом фактически бывает так, что мы их не видим все лето. Они, Так, свет, заканчиваем. ну что, буры, нету.
Девочки, мальчики, выходим. Аппаратчики, готовьтесь уступать. Тут ты прям побежал, сейчас вот это, дружок, будет. Мы, скажи, не бежим и не кусаемся, да? Я предпочел бы вообще обойтись без этого. Печора. Сейчас сюда Надо всех каждому иметь поставить. просто палочку, что у вас в руке. Вот видите, как... Так, сейчас будет наступление. Нельзя вот ни в коем случае, вот, допустим, упала угощение, наклоняться и подбирать. Риск, да? Они обязательно стукнут, потому что у них в крови колотить то, что ниже их просто. Давайте до сетки, а там покормите и послушайте. Он напугал и побежал, и все. Не хочу. Ну, начальник, аппаратура дорогая, копытом получит. Хотя с них надо подписки брать. О том, что они предупреждены. Нет, естественно, конечно. Нормально, животное так. Да, конечно, желтый. До маленьких девочек, которым же не это игрушка, очень не правильно? понравилось. И они плакали потом. Это не игрушка, правильно? Теперь один кормит, другой Юля! снимает. Ну что, покормишь, чё, я снимаю, работай? потом наоборот. Ты корми, я снимаю все. Все, да. Вот так вот. Покажи, как это делать. О, они Укусить не укусят, зубов нету спереди. наверное Ага. через челюсть. Ага. Юлечка, иди сюда. Кормите вон на той стороне, можно ее? Конечно. А то она там Да, 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 да. дала. А вы ее не угощали ту? Нет, тут мы не увидели. Нате. Здесь есть некоторые опасности. Вот, например, быки, которые рождаются у нас. Вот с такого вот начинаем носить их на руках. Здесь есть вот парочка быков. Они, когда перерастают в возраст 1,5 лет, приходят в гон. Начинается у них гормональный подъем. Глаза красные, рога очищены, готов к размножению. А тут человек. Человек – это такой же лось для него, только странный немножко. Поэтому он к нему, если он соперником его считает, и начинает его гнать. Нет, ты не то подумал. Он нападает на него, когда он с лосих. Обычно мы же лосихами заниматься продолжаем, а быки ходят самостоятельно. Лосихи нам нужны, на них доят, молоко получают. Они в основном все лето вот тут проживают. Так, никогда не мог себе представить, сколько живу в республике Коми, да, там, ну, охотой занимались, раньше ходили, да, там все. Лося редко так вот просто увидишь. А тут можно вот так вот приехать и просто сруб покормить лося. Ну да, действительно, диковинно. Да, маленький, нормально. А, и ты тоже, а остальные. Ты еще самый наглый? Так, а ты? Подожди. Ты еще самый наглый, а ты тоже, все. Короче, один тут самый боевик, я так говорю, да, поделитесь с любежками. Слышишь? Это так невозможно. Так, я тебе что, о чем мы говорим? Да в кадре просто яблоко не резко. Следующий загон, куда мы переводим лосих после окончания кормежки, это большой загон для передержки, вот осенне-зимний период. Там находятся все возрастные группы. Этот опустевает в августе. И сюда обычно приводим какое-нибудь животное, которое слабое. Вот это вот сейчас маечка, которая здесь, Сейчас мы ее снимем тоже. ага. она плохо себя чувствовала летом, у нее был продырявлен нос, не знаю кем и чем, не буду врать. Но ранка была, мы ее залечили, когда обнаружили весной, осенью, вот, и перевели сюда. А сейчас в загоне там группа лосих, которая на передержке ждет весны. Там, значит, один молодой бычок, двухлетка, сейчас уже почти двухлетка. Потом еще пара лосих помоложе, Пуля и Любава, и взрослые лосихи, которые в этом году поселились вот здесь. А у меня все попадало на землю вообще. Сейчас еще тупо кормим, да? Да блин, они пальцы просто будут. Я понял, что я смеялся? Это невозможно. Слышь, губастые. Так, ты слышишь? Это невозможно, слышишь? Да блин, вы
Так, ну что, все надо. Так что у нас вот возрастной состав так распределен. Здесь растут до весны молоднячки, которые годовичками станут на следующий год. Здесь обычно содержатся крупные животные или кто-то на передержке. И основной большой загон 300 гектар, который вот. Там живут лоси осенне-зимний период. Мы их сюда потом тоже не всех переводим. Если молодняк ремонтный, там его оставляем. Пусть живет. И туда же потом зимой, в конце зимы переводим вот этих вот. А сюда поселяется следующее поколение маленьких ушастиков. Все. На территории лосиной фермы находится 2 уютных гостевых домика, рассчитанных на 4 человека. Проживающие в домиках обслуживают себя самостоятельно, то есть сами готовят пищу, моют посуду, соблюдают и поддерживают чистоту в доме. Это так называемый станок. В общем-то, станок почему? Потому что место такое, где кормят и доят лосиху. Это строгий станок. Строгий, потому что у него здесь лосиха, заходя сюда, получается как бы ограничена в передвижениях. Она не может развернуться. Вот эта специальная окошко выдвинутая, вот высота где-то вот здесь находится пузо лосихи. И доярка, которая находится снаружи, вот здесь вот достает до сисечек, которые вот такого размера, ну максимум 10, 12, до 15 миллиметров длина самой сиськи, за которую дергают, из которой молоко добывают. И работают в основном женщины, потому что маленькие резкие такие движения, чтобы выдавить, приходится женским ручкам удобнее. Я, конечно, тоже доил. И без станка, без жесткого, и со станком, но это бывает редко, когда это бывает необходимость какая-то. Я могу и даю своих коров, и лосих пытался, но, соответственно, у них получается лучше, поэтому они этим занимаются. Кормежка происходит вот здесь, высыпается корм, кормушку, и лосиха там кушает, а здесь, в зависимости от как бы ее характера, есть предусмотренные места, чтобы закрыть такой палкой выход ей назад. Ну, у этой палки не нужны. Она зашла, стоит нормально, и лосиха доится все время. Есть станки более строгие, еще более строгие, закрываемые. Так, здесь у нас вот станок, который тоже строгий. Нет, здесь мы показывать ничего не будем. Здесь все заняты станки. Получается еще один вот этот. Что пока они пьют молочко, они еще живут. Какая-то часть питательных веществ проходит через кишечник, где проходит впитывание питательных веществ. А как только начинают они кушать листья, Ты думаешь, я тебе вкусняшку даю? говорю, как у этих самых Погодите, резко столкнулся. звонят животики, потому что они осталась одна тут лосиха на всю После ферму. развала, наверное, вот это все. Конечно, у нас загоны развалились, лоси что поуходили, что люди просто-напросто перестреляли с дороги, потому что загон находился у центрального проезда дороги. Итак, лосиферма состоит из 3 загонов. Загон для молодняка, загон для кормящих лосих и самый большой загон со взрослыми лосями. Но этого недостаточно. Для нормального пастбищеоборота необходим еще один загон большой площади, не менее 300 гектаров, для передержки лосей в осенне-зимний период, чтобы сохранить упитанность и возможность рожать. Ну, на тот момент было 3 животных. Андюга и 2 на А каких-то там, не помню. Адам и Ада, по-моему. Этот станок принципиально
от того не отличающийся, но более строгий, что ли. Здесь другая лосиха доится. Кстати, они привыкают каждая к своему, и своя, то есть одна заходит только в один, другая только в другой. В этот она уже не зайдет. Но принцип тот же. Большая дырка, здесь закрывающиеся палкой. Когда она зашла, сюда засовываются палочки, и она стоит там строго. Также кормится спереди, также доится здесь. Чтобы как бы обезопасить доярку. И такие строгие станки мы сделали, уже довольно давно, где-то с 90-х годов. Раньше доили просто вообще открытые. У нас есть станок вот там рядом, но просто там сейчас забито, поскольку никого нет, забито разным хламом, там не показать. Просто лосиха стоит, просто открытое место, и когда она вот чего-то испугалась, я говорил, что если во время дойки какие-нибудь шумы резкие, неожиданные, она начинает беспокоиться, вертеться, и доярка вот тут место сделано специально, чтобы отойти и спрятаться. Она вот так вот кругом крутится. То есть процесс дойки коровы принципиально отличается от процесса Абсолютно. дойки? Абсолютно. Ну, в плане безопасности. В плане безопасности, поэтому и сделаны эти строгие условия. Строгие станки. Но есть и просто открытые. Спокойная лосиха, старая, давно доившаяся, она может спокойно стоять в открытом станке без этой вот штуковины. Но сейчас у нас уже таких не осталось. Сейчас осталось только молодое поколение. Мамками, но с мамками они... Этого кормить не стоит, да? Много... Почему не стоит? Мы все кормили. Много двигают. Нет, пардон, яблочки покормили. Абсолютным рекордсменом по продолжительности жизни на лосеферме была лосиха по кличке Бука. Она прожила 24 года и умерла своей смертью. Все, как скажете, конечно. Ничего не дали, ушел. Они, говорю, в природе это едят, все умывается. Мы ходить с ними круглые сутки, понятно, не можем. И у них, как правило, поносы, это самое. Но это не проблема, уже очень редко. Вот сейчас спросят опять. Но это ладно, там. Существует такой миф, якобы количество отростков на рогах лося соответствует его возрасту. Ну, например, если 5 отростков на рогах, то значит, что лосю 5 лет. Но это всего лишь миф. На самом деле, количество отростков на рогах лося зависит от размера лопаты, упитанности лося. И на 3-й год могут вырасти рога с 5-7 отростками. Парочку дайте и все, потому что будет еще экскурсия. Вот она зиму здесь посидит, она будет так. Они потом как на лыжах. Очень тяжело ходить летом, пока вот это... К большому сожалению, браконьеры не ограничиваются дикими лосями. И были случаи, когда браконьеры стреляли лосей прямо в загонах. Ну и медведь тоже залез. Вылазят все. А как лосиху зовут? Это Милка. Милка. Ну, нормально. Если, говорю, вы купите девочку в том районе, где в природе Вот так есть вот. Короче, в разных загонах разные возрастные группы. живут. Там Только этой лосята, девочке в а здесь определенное время, лосихи. во время года Их еще придет и мальчик. доят, оказывается. Придет мальчик, это опасно для окружающих. Они привыкают, и даже вот эти вот закрывашки уже не используются. То есть строгие станки нужны для того, чтобы начать раздаивать во время раздойки. Потом уже просто его же не будешь демонтировать, он как бы есть и есть. Не мешает, помогает. Вы, получается, их прямо вот с этого входа загоняете сюда? Да, не загоняем, они сами заходят. Выходит доярка с ведром, коровы, кричит. Они еще соревнуются за того, кого первого будут доить. Тут во дворе бегает их штуки 4. И они друг друга отталкивая бегут вперед, кого подоят первый. Ну, поскольку сейчас 2 доярки, сразу 2 доят. Обычно одна доярка одну, другая другую. Там места для того, чтобы они отдыхали. Но сейчас там у нас дрова. Но, в принципе, вот здесь вот место специально рассчитанное. Здесь ставятся ветки, и когда жара летняя, здесь темно, совсем ничего не увидишь ты. Жара летняя, там они перележиваются, то есть отдыхают спрятанные под крышей. Вот, собственно, такие вот у нас условия сейчас здесь. Хлев новый, достаточно крепкий. Здесь теплая часть. Это помещение уже, как видите, холодное, а там дальше вообще специально прохладное для летнего содержания. Спасибо. На здоровье. Бывают
Да, желание Б, убегай. попадает. Ну так это не еда. Говорю, есть вот такое вот, ну, у нас есть, да. Я тебя обманул, она Нет. больше не хочет. Ну, еще небольшие уголки. Вполне Вас достаточно. В некоторых средствах массовой информации прошел слух, якобы лосиное молоко продают, а маленьких лосят выпаивают коровьим молоком. Но это всего лишь слух. На самом деле лосят выпаивают исключительно лосиным молоком, и его не продают. А коровье молоко добавляют в рацион питания лосят только в тех случаях, когда не хватает лосиного молока. Замерзли, наверное? Лосиное молоко в 4 раза питательнее коровьего. То, что значит лосихи доятся, Сёма стоит 1000 с копейками, а лосята выпаиваются коровьим молоком. Это дезинформация была? Что вы, это неправда. Это что точно. Это неправда. У нас лосята пьют лосиное молоко. А продается Молоко бывает, продаю, Вась, мы не продаем года 4, наверное. Потому что... Андрей Александрович Сацюк любезно согласился подробно рассказать нам о реке Печоре и о поселке Якша. Они сами по себе вот должны духом сильны. Не каждый сможет здесь жить. Тут столько проблем и выживание, так сказать, оно никуда не денется. И она к концу весны такая накатанная, прочная. И это место, когда ледоход начинает, по нему можно ходить еще очень долго. Даже когда лед туда даже сдвинется, вот эту льдину повернет, ну когда бывает, не повернет, когда пронесет. Разные бывают года. Мы сделали подальше от берега, чтобы здесь промоины были. Можно будет ходить с одной стороны промоины, с другой стороны. Яхшинская пристань. Яхшинская пристань была. Перевалочная база для как бы соединяющий Волго-Камский бассейн и Печорский. Оттуда буквально здесь 40 километров есть место, где перетаскивают лодки, так и называется до сих пор, Волг. Ага. Волг с этого, с Волго-Камского бассейна перетаскивали груз. И дальше там по Волоснице речка, которая выше выходит 50 километров здесь, по ней сплавлялись и сюда дальше плыло на север. И наоборот, отсюда увозили пушнину, мясо, рябчиков очень много готовили в свое время. Доставляли их в Европу. Отсюда везли вот здесь конкретно вот Якши готовили так называемые калачи. Они специальные таких доставляли в Европу на некоторые столы европейских, так сказать, государств. Они ехали почти 2 недели и оставались мягкими, вкусными. То есть ценились их и просто сдали в Европу. Ну как хлеб, да, только. Да, ну хлеб вкусный, печке кулачи, он, да, в печке, да. А, ну да. А он так вот, в него можно было сжечь, а он расправлялся. Да. Еще здесь недалеко готовили точильный камень. Я вот только не знаю, в каком направлении, но вот здесь они до сих пор валяются и встречаются. Отсюда, то есть, шел экспорт. То есть страна большая, но тем не менее постоянный был товарооборот. Вот знаете, посмотришь так. Сюда привозили бананы. Ну это да. У нас появились бананы где-то вот после перестроечное время, мы знать не знали. А бабушка, которая жила здесь много лет, она родилась еще до революционных времен, говорит, я помню, говорит, эти рогалики, мы их называли, они похожи на бараньи рога, и, говорит, такие со вкусом клубники или яблока, говорит, что-то такое, говорит, в детстве я ела эти штуковины. Представляешь, что это исторически? Я просто знаю этого человека, и он не врал. Он рассказывал про свое детство. Здесь вот это вот проходил путь, где можно было получить бананы. То есть в империи здесь уже были бананы. Да. Очень интересно Ну, было. вот так вот со стороны посмотришь, думаешь, как бы невзрачный поселок, да, вот. А вот все-таки какая богатая история у поселка. История огромная, да. То есть вот раньше же все равно, да, то есть здесь, если здесь вот точильные камни делали, то есть это же. Кто-то этим занимался, это были купцы Смольников, купец, вот у нас есть недалеко ручей, называется Палихов лог. Этого купца звали Палихов. В честь него ручей. И ручей, вот
Вот отсюда не видать, наверное, уже. Нет, видать вот это вот место, где небольшой такой вид выпадает вот оттуда, палец, плохо. Там ответственная такая высокая подъем. Сейчас снегом не видно. Но палец плохо. Одноименный здесь, так сказать, работал. Все по берегу были склады. Вот у нас есть исторические фотографии, в музее они, кстати, есть, и у меня есть на копье. Там вот этот весь берег заставлен складами. Деревянные сооружения, постройка из леса. Пригнано так, что вот сейчас вот нам посмотреть все эти мужики, которые выкладывают в интернет, как они работают, детские лепят. Они простояли 200 с лишним лет. Их перенесли буквально недавно. Их не уничтожили, не разобрали. Разобрали и перенесли. Ну и обратно поставили там. Да, обратно поставили в другом месте. Заповедник пользуется несколькими складами такими до сих пор. Ничего себе. Да, мы их поднимем сейчас. Гнилые, ничего. Так, ну что, пойдем. Да, была такая идея в российские, в советские времена. Поворот северных рек на юг, воды хотели развернуть. И вот в этой местности есть несколько до сих пор сохранившихся просек и таких мест, где наметили для того, чтобы проводить этот канал для вод. Но, к сожалению или счастью, этого всего не К случилось. счастью. Началось только с испытательных взрывов на... Ай, забыл, как она речка, Чусовая или Чусовая. Взрывы были, к сожалению, много народу пострадало даже здесь. В те годы, как жена еще была ребенком, у нее плохо потом росли волосы, повылетали стекла в этих самых домиках. Народ все это почувствовал на себе. А здесь фон Там- сейчас есть? Нет, фон повышенный у нас был всегда. Здесь, кстати, радиационный фон считается повышенным где-то раз в 5. Даже когда я сюда приехал, меня сразу предупреждали, что здесь ты, если поживешь, ты привыкнешь к повышенному радиационному фону, и потом тебе уехать оттуда в сторону, потому что тебе будет не хватать вот этой фоновой радиации. Да, есть такой момент. У нас люди, кто проработали больше 3 лет, обычно возвращаются. Если, ну, так сказать, чем-то там вернется рано или поздно. Надо именно вот из этих испытаний. Не знаю, из-за чего здесь повышенный радиационный фон. Здесь недалеко совсем находятся урановые разработки. Есть соли радиоактивные добывают. Буквально вот сейчас солевики активно начали копать соль у нас Нам уже про это радиоактивную. рассказали. место. Вот. Пласт у вас тут 200 метров. Печора раньше была здесь очень узкой. Вот сейчас она расширена, где-то метров по берега уже нет. Вот тут на берегу стояло строение. Вот я почему рассказывал про эти склады? Их нет, потому что их подмыло, начали переносить. То есть здесь И буквально вот наткнулся вот на эти испытания самые, вот, которые вот хотели рушить. Я еще думаю, может быть, А вот это вот аллея Ланиной, о которой я говорил. аллея Лагины, да? Да. Вот эти вот лестницы посажены Снимаешь? Да-да-да. в 50-е годы Лидии Борисовной Ланиной. Она работала, очень много сделала для заповедника. Она занималась ботаникой. Она такой геоботаник. Вот эти вот листья. Да, вот эти лохматые кустастые деревья, это литвер. Они потом зеленяют, А зимой опадает. а к осени опадают. Такая красивая, рыжая, такая цветом хвоя становится. Ее очень любят, кстати, все птицы деревянные поедают очень много. Но сюда не подлетают, редко. Ну, у нас деревянные, в общем-то, везде здесь распространены. Но глухаря стало мало. А раньше сюда, вот, прямо в 80-е годы, в 84 году я приехал, и на эту аллею прилетали. И там я работал первое время в кочегарке. Гусак такой над кочегаркой, куда провода заходят. Выходишь утром, глухарь сидит. Ну, все это проходит. Заповедник был культурным центром, я приехал сюда. Здесь работало 90% населения района с высшим образованием. Это 80-е годы. Интеллектуальная элита, да? Да, да, ну естественно, биологи, ученые разных направлений. Но сейчас у нас в заповеднике кадровый вопрос. Опять же, вернулись к нему. Молодежь не задерживается. Старики уходят. И научные сотрудники сократились. Осталось буквально единицы тех, кто давно работает. И охранная часть тоже сейчас сменилась. В основном работает население с той стороны. Леспромхозовская, так называемая. Упало качество.
вышли на аллею Ленина. Я потом ее сниму отдельно. Это аллея Ленина. Ну, то есть, получается, вот это площадь. Здесь расположен музей природы Печора-Илыцкого заповедника. Но на данный момент, как и другие объекты, он закрыт из-за пандемии. Это аллея имени Ланиной, высаженная вдоль реки Печоры. На этом наша первая ознакомительная поездка в Печора-Илыцкий заповедник заканчивается. Мы обязательно приедем сюда еще не один раз. До новых встреч!